А между тем, в эти выходные 6 и 7 октября в Якутске пройдет 4-й республиканский декадник практической психологии. Кто может принять в нем участие и для чего проводится это мероприятие? Об этом нам расскажет психолог Ольга Бородина. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Итак, кто может принять участие в этом декаднике? В декаднике может принять участие абсолютно любой желающий. Тот, кто хочет познакомиться, например, с различными психологическими услугами, да, то есть познакомиться, узнать, что, где проводится, кто проводит. Собственно, также по направлениям различным может провести. Также у нас будут курсы повышения квалификации для самих психологов. И психологов, и психотерапевтов. Да, и психологов, и психотерапевтов. Да, у нас вообще этот декадник, он идет и для психологов, для психотерапевтов, также для всех специальностей, которые напрямую связаны с работой с людьми. Это бизнес-тренеры, коучи. То есть, получается, человек, который не имеет образования психолога, также может принять участие. Да, конечно. В этом. Да. Что-то новое для себя, да? Да, вот здесь как раз цель заключается в том, чтобы познакомить наших, так сказать, граждан, да, именно с тем, чтобы вот они узнали, кто такие психологи, могли непосредственно пройти на себе какие-то мастер-классы, диагностику. У нас, например, в этом году начинается диагностика, то есть раньше мы этого не проводили. А какая еще программа будет во время декадника? Вообще у нас запланировано очень много различных интересных мастер-классов на различные тематики. Это и психология отношений, и психология развития, коучинг, бизнес-психология. Новые, так сказать, методы, которые только-только внедряются, так сказать, в работу, да, и есть новинки именно данного декадника 4-го, это мы будем проводить диагностику, то есть любой желающий может прийти и себя продиагностировать на те или иные какие-то критерии, да, узнать. И также профориентация, что сейчас тоже является, так сказать, важным моментом вообще вот в выборе, так сказать, профессии. То есть подростки могут прийти? Да, конечно, и взрослые тоже. Где будет проходить это мероприятие? Проходить будет пединститут. Это, получается, здание пединститута, да, проспект Ленина. Ага. А вот чисто такой организационный вопрос. Сейчас наши телезрители нас смотрят, интересуются. Они могут прийти? Есть еще время как-то подать заявку? Конечно, конечно. Да, вообще заявки принимаются включительно до 6 числа, и 6 также может прийти к 10 утра на открытие, и там также приобрести билеты. И заодно на открытии как раз мы познакомимся непосредственно вот с теми, так сказать, преподавателями, специалистами, которые расскажут немножко кратко о том, о чем они будут проводить мастер-классы, и тем самым вы можете прийти, выбрать и пойти туда, где вам будет более интересно, например. А вообще для чего проводится декадник практической психологии? Наверное, для просвещения вообще психологии. Почему? Потому что, очень часто говорится, путается, так сказать, психологи, например, психиатры, да, и так далее. Поэтому здесь, наверное, вот чтобы все знали, что сейчас в современных условиях психологов очень много, они работают по различным направлениям, и можно найти именно того специалиста, кому подойдете именно вы. Да. Еще, кстати, такой момент, у нас в этом году также будут проходить консультации по, например, таким темам, достаточно, наверное, опять же, встречаемым, да, это неврозы, психозы и так далее, да, то есть у нас есть специалисты, это психотерапевты, клинические психологи, психиатры, которые будут проводить прям консультации во время декадника, то есть у кого есть интерес, также можете, да, прийти. И также для детей, для взрослых, конечно, да. То есть можно сказать, что в нашей республике вот такие вот проблемы, они участились, неврозы, расстройства, или так говорить нельзя? Наверное, можно так сказать, да. Здесь, скорее всего, в большей степени зависит от того, что главное, есть специалисты, которые с этим работают. И, наверное, я бы так сказала, если есть какой-то вопрос в этом плане, то нужно просто идти к специалистам. Огромное вам спасибо, Ольга, за интересную познавательную беседу. Я думаю, что на вашем декаднике очень много будет интересующихся. Приходите, будем удачи, приходите к нам еще, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра ровно в 7 часов утра. Не забудьте настроить ваши телевизоры на наш канал.